Прежде всего, спасибо, Рауль Джункович, что вы нашли время прийти к нам. И я расцениваю вот этот ваш шаг как готовность к диалогу с различными политическими силами. И я уже не раз говорила, что Общественная палата, на мой взгляд, это как раз подходящая площадка для такого диалога. Но могут быть, конечно, и другие площадки, но мне кажется очень важным, чтобы власть была открыта для такого диалога. И, может быть, конечно, в обществе присутствуют разные мнения и разная оценка происходящего в стране. И я думаю, что власть открыта для таких критических высказываний. И мне бы хотелось, чтобы вот эта открытость была присуща не только президенту, а он ее проявляет, но и людям из его команды. Я не говорю о присутствующих здесь, а я знаю, что есть и несколько иное отношение к людям с иным мнением. И вот до нас доходят в последнее время слухи о том, что какие-то начались такие репрессии, что кого-то увольняют. Если это правда, то это, конечно, очень жаль, и это совершенно, мне кажется, не в духе абхазских традиций. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы поговорим откровенно и честно. И, может быть, потом, если члены Общественной палаты сочтут нужным, мы могли бы пригласить и лидеров оппозиции, и с ними тоже поговорить. И, может быть, потом мы будем пытаться искать какие-то точки соприкосновения. Во-первых, еще раз спасибо за то, что мы с вами получили такую возможность переговорить. Надеюсь на то, что открытость в диалоге позволит нам, во всяком случае, выстроить такие отношения, которые будут полезны не только президенту и Общественной палате, но и в целом всему нашему обществу это необходимо. Поэтому я думаю, что такого рода встречи должны носить систематический характер, и это позволит нам совершенно по-другому узнавать друг друга. Во всяком случае, я открытый человек и готов, несмотря на то, что многие обо мне думают, что я из категории представителей специальных служб, который имел отношение к этим структурам, и поэтому вроде бы я должен быть совершенно другого покроя человек. На самом деле, я еще раз говорю, у меня достаточно много информации, которые, наверное, не я один должен носить в себе, а возможностью как раз-таки поделиться с людьми, которые готовы услышать, готовы выстроить такие отношения с нами, для того, чтобы полезность вот этих отношений была бы очевидна. Начну с того, что, еще раз, дорогие друзья, уважаемые коллеги, ситуация в Абхазии всегда характеризовывалась высокой политической активностью населения. И этот факт, безусловно, заслуживает высокой оценки. Я неоднократно подчеркивал, что мы заинтересованы в политической конкуренции и плюрализме, так как это является важным стимулом развития государственных и общественных институтов. Руководство Абхазии поддерживало и будет поддерживать в дальнейшем диалог с различными политическими силами. Мы осознаем свою ответственность за этот процесс и понимаем, что от него зависит стабильность в стране, в обществе. Однако мы ожидаем и ответного хода, и ответственного подхода, и от наших оппонентов. Подчеркну, что недавние требования оппозиции я считаю необоснованными, несправедливыми и лишенными политической перспективы. Возникает вопрос, зачем сознательно загонять ситуацию в тупик, тем самым обостряя обстановку в стране и сужая поле для конструктивного диалога. Я не вижу в этом ни малейшей пользы для нашего общества. Тем не менее, хочу вновь заявить, что мы будем общаться со всеми, кто этого хочет, и призываем к этому всех, кто готов к конструктивному разговору. Одно из моих основных впечатлений от прочтения программы партии Амцахара – это осознание того, что почти все, что предлагается этой партии в качестве реформ в сфере экономики, финансов, банковской системы, социальной политики, мы уже реализуем. И мы начали эти шаги.
Да, они не столь уж объемны, но это начало. Фактически речь идет о том, что многое из предлагаемого партией Амсахарова в обозначенных сферах не вызывает у нас никаких возражений. Наоборот, мы как раз таки хотим, чтобы многое из того, что происходит на сегодняшний день, получало бы возможность поддержки нашего общества. Но удивляет то, что составители этой программы плохо информированы о текущей деятельности руководства и правительства Абхазии. Таким образом, можно сказать, что спор создается на пустом месте. Мы готовы поделиться этой информацией, в том числе в формате диалога. Эти вопросы, уверен, могли бы быть полноценно обсуждены в рамках политического консультативного совета, о котором мы говорили, который мы предлагали создать. Я вновь предлагаю представителям оппозиции не пренебрегать этой идеей. Еще раз повторяю, что мы готовы к такому общению. Думаю, что оно будет иметь и практическую пользу, так как мы открыто говорим о своих проблемах и не стесняемся быть услышанными и слышать от общества, от тех людей, которые оппонируют нам замечания и дельные предложения по той работе, которую мы реализуем и планируем в будущем. Социально-экономическая ситуация в Абхазии непростая, и вы на себе все ее прекрасно чувствуете. За долгие годы накопился большой объем нерешенных проблем. Основная из них, на мой взгляд, заключается в том, что не были правильно определены приоритеты развития страны. В результате этого, когда сократился поток финансовой помощи из России, стали возникать большие трудности. К сожалению, много времени было упущено, но у нас есть возможности для того, чтобы выстроить правильный вектор движения. И мы этим сейчас активно занимаемся. Естественно, за прошедшие годы уже сложилась определенная инерция, привычка жить за чужой счет. Сформировались группы, отстаивающие свои меркантильные интересы, продолжают работать коррупционные схемы. Это все нужно преодолевать и ломать. Порой необходимы жесткие и непопулярные решения. Мы готовы к тому, что будет сопротивление. И оно уже есть, оно нарастает. Но по-другому мы государство построить не сможем. Как известно, контрольной палатой была проведена масштабная проверка различных государственных учреждений и предприятий. Я уже говорил об этом. И она выявила существенные нарушения. По существу государственные активы долгие годы работали на отдельных наших граждан и не приносили никакой пользы бюджету нашей страны. Правоохранительные органы также занимаются проверкой ряда объектов по нашему поручению. Я сегодня открыто вам могу заявить. Мы проверяем ряд объектов, которые долгое время практически не показывали ни своих цифр, ни своих работ, ни своей деятельности, которая могла бы быть, во всяком случае, полезной для нашего государства. Но при этом ничего, кроме нуля, мы ничего не получили. Я хочу, чтобы было понимание того, что мы не применяем каких-либо избирательных подходов, не проводим политических репрессий, как некоторые пытаются представить. Речь идет о наведении порядка, пресечении коррупции, выводе экономики из теней, формировании налоговой и финансовой дисциплины. На прошлой встрече, где была Нателла Нудьевна, я говорил, да, мы пошли на более жесткие меры, мы не подняли никаких тарифов за этот год, но путем жесткого администрирования, там, где это необходимо было, мы получили, пусть и небольшие, но результаты, которые свидетельствуют о том, что у нас есть резервы, достаточно серьезные. Ну, я уже говорил, речь идет о наведении порядка, пресечении коррупции, вывода экономики из тени, как основное направление деятельности государства, которое позволило бы нам совершенно по-другому выглядеть. И внутри нашего общества, и те, кто с нами сотрудничает, знали бы, что мы боремся с этим, активно боремся с этой ситуацией. Это те стартовые условия, без создания которых любые заявления о реформах останутся лишь благими пожеланиями. Процесс, конечно, идет трудно, так как всегда находятся люди, которые будут пытаться политизировать, дискредитировать наши шаги в этом направлении. Ну и кто сказал, что у нас не хватает своих проблем? У нас тоже есть свои ошибки. И мы это признаем, и мы понимаем это.
Но всем нам нужно понять, что альтернативы у нас нет. Только таким способом мы сможем построить самостоятельное государство. Абхазия получает и будет получать помощь от России. И об этом тоже мы говорим открыто. Все текущее финансирование, начиная с 2009 года, идет из Российской Федерации. И на этой направлении, по этому текущему финансированию, у нас ряд направлений находится на содержании российского бюджета. Будем говорить откровенно. Заработные платы по многим силовым структурам, по многим направлениям, как культура, образование, здравоохранение, оплачивается из бюджета Российской Федерации. Что ж, мы будем так и дальше продолжать эту ситуацию. Мы же хотим как раз-таки изменить положение дел, изыскивая те резервы, которые есть у нас. И я не сомневаюсь, что это будет сделано. Это будет сделано при нас или после нас. Но это должно быть сделано. Но желательно, чтобы это было сделано сейчас. Я думаю, что только таким способом мы можем построить самостоятельное, независимое, суверенное государство. И нет сомнения, что так, по-моему, большинству в нашем обществе хотят, чтобы и было. Но и нужно понять, что и у России своих проблем хватает. Те ситуации, которые складываются и у нее внутри, и вокруг нее, хорошо известны. И мы должны это учитывать. Когда мы говорим о союзничестве и стратегическом партнерстве, это означает, что каждая сторона в этих отношениях должна вносить свои вклады. Поэтому мы должны подтягивать свои возможности и свою государственную организацию до уровня, необходимого для полноценного взаимодействия, а не быть постоянным просителем по самым элементарным вопросам. Это не то, что нужно нам и нашим российским партнерам. Поэтому я призываю вас, дорогие коллеги, к открытому разговору и надеюсь на ваше понимание существующих проблем. У нас нет возможности вновь дробиться внутри нашего общества, разбегаться по враждующим лагерям. Мы не можем тратить драгоценное время на дрязги и политические потрясения. Нам нужна сильная, стабильная Абхазия, которая сможет гарантировать исполнение закона, развитие экономики, справедливое распределение ресурсов, социальную защиту граждан и будет привлекательна для инвестиций. Это то, о чем многие говорят, желая сделать Абхазию лучше, красивее. Я думаю, что это наш общенациональный интерес вне зависимости от политических взглядов. И вот из всего того, что я сказал, и в сравнении с программой политической партии Амцахара, которая была инициатором проведения этого съезда. Просто если почитать с начальных, как говорится, страниц, так и они признают, оказывается, что все эти годы было очень плохо. Неправильно применялись финансовые средства. И об этом же написано, в этом же, как говорится, документе. Вместе с тем мы не смогли развить на должном уровне свою экономику и перейти к самостоятельному решению хотя бы основных проблем, стоящих перед государством. Это они сказали в своем программном документе. Просто некоторые моменты, которые здесь изложены, честно говоря, если посмотреть, были скомпонованы из программ Союза правых сил и многих-многих других источников. Более 39 источников, которые были, как говорится, использованы в этом документе. Начиная от программ социально-экономического развития России до 2020 года, вопросы развития Казахстана и всех других. Да, это тот опыт, который, конечно, нужно использовать. Но нужно говорить о том, что у нас есть свои особенности. И мы должны говорить о том, что у нас это здесь происходит, здесь и сейчас. И меня удивляет, когда человек, который, предположим, готовил этот документ, и который должен был, наверное, прежде чем это озвучить, поговорить и с представителями политической партии Амцахара. Сесть и обсудить, а потом уже выносить это на обсуждение. Ну, здесь такие, честно говоря, или вопросы, которые многим, тем, кто принимал участие в формировании этого документа, действительно неизвестно, что в стране уже идут эти процессы, как я выше сказал, или идет некое лукавство. Вот что касается армии и пограничной службы, глава такая, они говорят о том, что нужно переходить к профессиональному формированию боевых подразделений и формировать их специалистами, контрактниками с сочетанием призывной системы. А у нас что в армии? Какой-то другой подход?
У нас в армии уже давно эта система существует. И она была начата еще, извините меня, при участии Сергея Платоновича Дбар. Он мне готовил, когда я был министром обороны, эту программу перехода на контрактную основу. Да, это поэтапный, длительный, как говорится, период времени, который мы проводили эту работу, вернее, длительный период работы, который проводился, но он имеет место быть. Разве не лукавство то, что мы все это время говорим о необходимости выстраивания отношений с Россией, создания единого оборонного контура, и нам противоречат многие, те, кто приходят сюда, в открытую выступают, говорят, этого нельзя делать. А в программе написано, наши вооруженные силы должны укрепляться параллельно с созданием объединенной абхазо-российской военной группировки, необходимость которой очевидна в связи с существующими внешними угрозами. Но может они лучше это сказали, чем мы? Не знаю. Или из того, что мы говорим, плохо слышат другие. Что касается правоохранительной системы, не знаю. Достаточно очевидные вещи закладывать в программу, это просто нонсенс. Мы считаем необходимым, пишут они, наделить МВД функциями охраны общественного порядка. А чем оно занимается? Какие функции у МВД? Кто знает? Кроме, как говорится, наведения общественного порядка, оперативно-розыскной деятельности, контроля миграционных процессов, разрешительной системы, борьбы с незаконным оборотом наркосодержащих и психотропных средств, профилактики подростковой преступности, патрульно-постовой службы. Что нового нам сказали? Извините меня, тот, кто писал эту инструкцию, хорошо знает, о чем идет речь. Смысл этой программы заключен в одном тезисе. Хочется поуправлять государством, называется. То есть вопрос конституционной реформы. Извините меня, в части, касающейся судебной системы, конституционная реформа завершена. И с 2016 года этот процесс будет реализовываться. И предлагаемая формулировка, которая, как говорится, не знаю, видят панацею, совершенно, как говорится, неуместно. То есть судья Конституционного суда должен выбираться наравне с президентом и вице-президентом. И в случае невозможности выполнения ими своих обязанностей, вот на период этот, должен быть руководителем государства судья Конституционного суда. Я думаю, что это имеет возможность быть обсуждаемым в нашем обществе. Но это не панацея для того, чтобы государство было бы сохранено и шло бы по пути развития. ويا واحد проблема Хамад. Я, может, ничего нового не скажу, но исходя из того, что все-таки плохо хорошо мы отслеживаем те процессы, которые происходят в нашем обществе. Не для того, чтобы кого-то наказывать, а для того, чтобы предотвращать, быть наготове, чтобы мы не получили соответствующих сложных процессов. Но надо быть все время начеку. Я хорошо знаю, к чему готовились представители организаторов этого съезда. Путем давления ни у кого ничего не получится. Нам надо думать о том, как сохранить государство. И процессы жесткого противодействия властям, они не полезны. Они не принесут никакой выгоды нашему обществу. Вот то, о чем хотелось бы озвучить. И я готов дальше продолжать с вами разговор на открытой ноте. Спасибо, Рауль Джункович. Кто хочет высказаться или задать вопрос? По поводу тех открытий, которые сделала контрольная палата, которые очень вызвали широкий общественный закон. Люди, которые начали руководители организаций, которые допускали финансовый бардак, вернее, полное отсутствие финансовой отчетности, они как-то будут наказаны. То есть, каков практически будет результат того, что сделала контрольная палата? Контрольная палата провела соответствующую проверку, где они сами проявили инициативу, где по нашей просьбе, но результат очевиден. В течение последних лет, это не говорится о том, что это связано, предположим, со временем, предположим, правления Анхфаба или Сергея Васильевича Багапши.
Весь процесс становления нашего государства пронизан этими нарушениями. Мы создали так называемые РУПы, МУПы и практически отдали на откуп руководителям этих структур все то, что находилось в их ведомстве. То есть собственности этих предприятий. Они это использовали, будем говорить, не самым лучшим образом. Часть оборудования продана, значительная часть территорий, которые остались под их ведомствами, оно не используется ими же. И они приняли решение передавать их в аренду. В свою очередь, потом эти арендные отношения превращаются в субарендные отношения. Все те, кто имеет отношение к этим процессам, получают соответствующие дивиденды, а государство при этом ничего не получает. Поэтому мы пошли на то, чтобы выявить все это. И что касается отдельных лиц, которые виновны в этом, и не только в этих нарушениях, там есть еще и другие процессы. Я думаю, что как глава государства, независимо от того, что у меня достаточно полномочий, я не могу принимать решений по этим личностям. На то есть соответствующие структуры, как Генеральная прокуратура и другие органы, которые должны заняться дальнейшим расследованием по этим делам. То есть контрольная палата должна перенаправить эти материалы в соответствующие структуры и будут проводиться работы. Вот здесь я хочу, чтобы было понимание. Никаких таких подходов с точки зрения, это был, как говорится, человек предан мне, как человек, который был в политическом плане рядом с нами, или оппонент, не имеет значения. Кто бы это ни был, получит по заслугам. А какие будут выводы прокуратурой сделаны, это уже зависит от их качества работы и потом уже дальнейших процессов в судебном разбирательстве. Но понести наказание обязаны, несомненно. То есть политическая воля в этом направлении? Да, есть. Я думаю, что вот то, о чем многие говорят, но не очень-то, может быть, пока понимают, вот в части, касающейся тех же объектов, по которым мы многое говорили, и некоторые приписывают нам, что это из каких-то политических пристрастий. Ничего подобного. Прокуратура просто раньше времени выпустила пар. Нужно было проработать все эти вопросы. И тогда, может быть, меньше было бы всякого рода дискуссий в обществе по некоторым объектам. Мы сегодня по новой изыскиваем финансовые средства для того, чтобы, например, по Гудауте запустить 2 детских сада. Я не могу рискнуть, даже будучи главой государства, открывать эти детские сады, потому что экспертиза, которая была проведена, свидетельствует о том, что в эти детские сады запускать детей опасно. Не то, что оно обвалится, но там само количество работ, проведенных, свидетельствует о том, что очень большое количество недоделок. Открыли воду, потекла вся, как говорится, система. Запустили электричество, все горит. Надо же, наверное, что-то сделать для того, чтобы этого не происходило. Никаких политических, я еще раз говорю, здесь ситуаций, о которых некоторые люди говорят, нет. Что касается того же стадиона, о котором много говорится, я еще раз говорю, открыто заявляю, да, есть вопросы. Стадион красивый, внешне все приятно посмотреть. И почему бы там не поиграть в футбол, почему бы там не проводить мероприятия, если это будет удобно нашим людям, которые там живут. Но я не могу закрыть глаза на то, что огромное количество финансовых средств утекло, и хочется узнать, куда, кому. И не стоит вопрос, что обязательно нужно всех попересажать. Все должны, мол, в клетках, как говорится, находиться. Извините меня, у нас и клеток нет нормальных. Хочется, чтобы люди поняли и осознали, что государству принадлежащие деньги должны быть возвращены государству. В мире это практикуется. Верните, господа, все, что вы украли. И спите спокойно. Но это будет уроком для другого человека, чтобы этого не происходило потом. Но, к сожалению, пока, как говорится, у нас разные подходы по этим вопросам. К сожалению, не всегда это поддерживается. Если можно, я тоже задам вопрос, Рауль Джумкович. Одной из наиболее таких частых претензий оппозиции является то, что их, по их словам, не допускают на государственное телевидение. И если это действительно так, то фактически у них не остается иных методов борьбы, кроме как организовывать митинги, сходы. Мне кажется, это не самый лучший сценарий для Абхазии. Люди устали от такой
чрезмерной политической активности. И мне кажется, все-таки создать возможности для их присутствия на государственном телевидении, это очень важно. И не обязательно их съезды показывать ночью, там, начиная с 10 часов вечера и дальше. Надо показывать в нормальное время и предоставить для них такие возможности. Мне кажется, это снимет многие проблемы. Люди просто хотят выразить себя и как-то сделать свои взгляды и мнения доступными для широкой общественности. Мы же знаем, что в деревнях люди не имеют возможности в интернет заходить, читать газеты. Для них абхазское государственное телевидение – это единственная возможность узнать, что происходит в стране. Поэтому лично я вот обращаюсь к вам с такой просьбой, чтобы как-то снизить вот этот накал, от которого, честно говоря, мы уже все устали. Вот, может быть, создать какие-то возможности? Ну, я думаю, что, Наталья Анатольевна, съезд был обозначен не из-за телевидения, а другие цели. Нет, что касается телевидения, кто сказал, что нет проблем на телевидении? И мы их решать должны, и решать цивилизованными способами. Что касается возможности принимать участие на тех или иных, предположим, эфирах, никто никому ничего не запрещал. Я открыто говорил и с руководителями оппозиции: пожалуйста, приходите, говорите, дискутируйте, говорите о своих позициях. Но даже последнее, после съезда, прибыли приглашения к отдельным руководителям организаторов этого съезда. Не пришли. Почему не приходят? Мы у них спросим. Вот спросите, пожалуйста. Я думаю, что они обязаны будут сказать. Неоднократное обращение. Но хочется, чтобы, вы понимаете, не сидели одни, потом приходили бы другие и друг друга поливали бы грязью. Так давайте мы организуем открытый разговор. Давайте будем слышать друг друга. Я когда говорил о консультативном совете, вы правильно заметили, наверное, мне нужно было это сделать под камерами. А вот говоришь в кабинете, у себя там, вроде бы все понимают. Потом вышли, и совершенно другая позиция по вот этим же вопросам, о которых вроде бы было понимание. Поэтому телевидение не закрытое. Если кому-то не нравится, предположим, то или иное руководство, мы будем исходить из того, что современные требования, современные процессы требуют, наверное, других подходов. Но я еще раз говорю, никому никаких указаний за все время моего нахождения во власти я не давал. Не показывать тех или показывать этих. Этого просто быть не может. Мы это знаем. Это не ваша инициатива, а инициатива я все-таки глава государства, руководства телевидения. Вы руководство телевидения после нашей с вами встречи, кто смотрел эфир буквально после этого вечера, увидели, как сократили все, в том числе и меня. Я поэтому и настаиваю на том, чтобы эфир показывали в полном объеме, со всеми, может быть, нашими ошибками, со всеми нашими, может быть, недочетами. Пусть народ извините меня, пусть народ делает этот выбор. Кто прав и кто не прав. Да. Я вот к этому хотела еще добавить, уже вот много лет те, кто были раньше в оппозиции, но я вас не имею в виду конкретно. Я там был. Нет, вы были, но вы не озвучивали эту идею о создании или общественного телевидения, или общественного совета на телевидении. Я озвучивал. Вы озвучивали, да. А я вот знаю, что другие тоже активно озвучивали, но почему-то сейчас они уже это не озвучивают. Мне кажется, вот сейчас прекрасное время для того, чтобы эта идея наконец была воплощена в жизнь. И это поможет снять очень многие проблемы, я думаю. Пусть разные представители разных политических сил и общественных организаций войдут в этот общественный совет, и тогда, мне кажется, телевидение станет более открытым и демократичным. Вот продолжение к этой теме, вот в этой же программе. Да. Я буду пользоваться программой, как говорится, наших оппонентов. Они пишут: внести изменения в действующее законодательство, запрещающее органам государственной власти учреждать средства массовой информации. И в то же время пишут, как-то странно, установить законом о национальном телевидении и радио Республики Абхазия, раз оно национальное, извините меня, это уже государственное телевидение, что исполнительный директор создаваемой компании назначается Народным собранием Республики Абхазия из не менее 3 кандидатур, представленных президентом. Какой-то, понимаете, нонсенс. В одном одно предложение, а в конце этой главы совершенно другое предложение. Да, и они говорят об общественном совете.
Но это говорили и мы, и хотим, чтобы это было. А что и никто мешает? этому, как говорится, не должен мешать. Мы к этому придем. Ну вот вы говорите о Координационном совете. Но кто-то хочет, кто-то не хочет. Ну и Бог с ними. Что мешает создать его все-таки? Смотри, в отсутствии кого-то. Это один вопрос. Имеется в виду общественный экспертный совет? Или Не, консультативный совет. И плюс к этому, все-таки сложилась не очень приятная ситуация, которую некоторые оценивают как критическая. Я бы, как кризис, я бы так не расценивал бы, но проблемы серьезно существуют. Как власть видит выход из создавшейся ситуации, какие пути надо предпринять, и какие шаги намерены предпринять? Вот этот вопрос. А что касается общественного телевидения, то есть проблемы. И тогда те, кто должен был решать эти вопросы, не решал, когда ушли в оппозицию, они ставили эти вопросы, они опять не решали, сейчас эти вопросы повторяются. Видимо, там есть тоже проблемы. Не так просто создать. Это государственное телевидение, лечить государственное телевидение тоже неправильно. Можно там какие-то демократические шаги предпринять, но не все так, как, во всяком случае, говорили и сейчас говорят. Что сейчас происходит? Сейчас назвавшиеся себя оппозицией, неофициально ушли в оппозицию, говорят о том, о чем говорила прошлая оппозиция. Это метод работы. Как можно больше проблем поставить, как можно обиднее укусить, так сказать, власть и так далее, и так далее, и так далее. Это, так сказать, их метод работы. И с политической точки зрения, нам это не нравится, может быть, но с политической точки зрения это может быть и оправдано. А то она и позиция. Вот как нам сделать так, чтобы, не нравится высказывание, скажем. И все, что суд не делает, прокуратура не делает, там, какие-то еще органы, то же самое телевидение и так далее, и далее. У нас общество оценивает как недостатки президента. Парламент что-то не доделал, так сказать. Вот власть и в том числе, в первую очередь, президент. За всех отвечать невозможно, но разве президент, то надо, так сказать, какие-то вопросы брать под контроль и решать. Заволокить в судебных органах. Очевидные преступления совершены, идет судебный процесс, не доводится до конца, затягивается. Много проблем. И, к сожалению, наше общество, не зная, кому это решать, они знают президент, и все это, все. И айна, охуй дарпот. Ященцев из Дервеза. А хаус хаоп хартавиза. Часто Сахлару Пучевич. Конечно. Есть вот насчет передачи вот той встречи с общественно-политическими силами. Первый день я смотрел, но в самом деле Наталья нас информировала здесь. Там немножко шире и более предметно шел разговор. Но не было там на первый день того, что было там на самом деле. У меня возникало много вопросов. Второй раз подали более широкую информацию, в том числе ваши выступления. То, о чем вы говорили, более предметно, и видите там какие-то недостатки, а не говорите. И еще один вопрос. Я потом выступление, если буду, скажу. Вы говорите в выступлениях, и сегодня власть, как бы доказать, что вот было плохо, стало хорошо и так далее, и так далее. Есть много позитивных перемен, и не видеть это нельзя. И говорите о том, что есть много нерешенных вопросов и недостатков. Но не говорите о них. Мне казалось бы, раз мы не говорим об этих недостатках и не раскрываем их, значит, мы не боремся против них. А хакухаму пьязем за баги вы яшу. Його ярбану яду. Ягацбо, ягацбо. Хабархо. Извуста. Тапхо красимузя. Убалтазара похочек и нартбаны за Сгуяном. ДШК. Вот я не понял ни из телевизионной передачи и беседе с теми, кто был на этой встрече у вас. Вы оппозиционные силы приглашали, они не пришли, пренебрегли. Или опустили. С тем, чтобы выработать что-то, чтобы потом с ними встретиться. Были ли попытки, так сказать. Но есть вопросы, прямо скажем, что иногда оппозиции, да и вы, не хотите публично вставить какие-то вопросы. Можно поговорить тет-а-тет, обсудить какие-то вопросы и выработать что-то.
Сейчас вы говорили о программе. Кстати говоря, меня интересует, они что, официально представили вам эту программу? Она распечатана на сайте. Нет. Это для общего обозрения. А я что, не могу посмотреть на эти? Они могли бы вам представить, если они представили вам для решения. Такого нет официально. То есть мы сегодня больше говорим друг с другом через телевидение, через прессу, а конкретных нас встреч все-таки мало или не получилось. Что мы, Общественная палата, можем сделать для того, чтобы вот эти конкретные вопросы ваши, помочь как-то сдвинуть вопрос с места? У нас в основном, так сказать, люди нейтральные. Все политические, так сказать, люди, кто в партиях состоят, оставили свои партийную принадлежность и, так сказать, стараемся быть нейтральными в этих вопросах. Чем может Общественная палата способствовать тому, чтобы разговор состоялся? Что может власть сделать? В чем она может уступить? В чем, так сказать, она не может уступить? Тогда, может, следует поговорить с оппозицией с ними. Я думаю, постановка вопроса о недоверии к президенту, о его отставке и так далее, это слишком радикальная постановка вопроса. Эти вопросы можно снять, на мой взгляд, если, так сказать, какие-то вопросы мы смогли бы рассмотреть и обсудить, сказать, признать, это правильно, это даже сама программа. Она не бесспорная, и там есть вопросы, которые вообще нельзя принимать, но есть вопросы, которые можно обсуждать. Может быть, сесть и обсуждать их. Где мы можем себе? Я вот не вижу, откровенно говоря, своей роли. Вот здесь, когда Нателла Нуриевна, вы несколько раз повторили в своем выступлении тоже, что вы готовы с Общественной палаты, она предложила, в тот день нам казалось, что эта инициатива с нашей стороны идет. По первой передаче телевизионной. После повторного показа, когда ваши выступления показали, оказывается, вы ставили эти вопросы, вы готовы с нами общаться. Где видите нашу помощь? Вот это, если вот эти 2-3 слова сказали, мы тоже нашли бы, может быть, себя. Ясно. Начну с первого вопроса, который вы поставили по поводу консультативного совета. Если, мол, они не приняли, что дальше и кто против этого? Я еще раз хочу, чтобы все услышали. Мы встречались с каждым из представителей, входящих в так называемый оппозиционный блок. Говорили с ними, со всеми, теми, кто готов был услышать нас. Встречались не только с ними, встречались и с другими политическими партиями, общественными организациями. И практически вроде бы пришли к пониманию того, что должен быть такой консультативный совет. В конечном итоге, насколько мне известно, до меня довели, что было бы желательно в этом консультативном совете, чтобы не принимал участие президент. А чтобы они все встречались и говорили бы, и потом уж предлагали бы президенту. Наверное, не совсем верно, чтобы я, находясь в стороне, я инициатор этого консультативного совета, меня пытаются отвести в сторону, а самим принимать участие. Не знаю, посмотрим, насколько, как говорится, это будет полезно, но, во всяком случае, я готов к разговору, независимо от того, какой будет формат этого консультативного совета. И когда я выступал, я говорил, мы продолжим этот разговор, мы будем стараться вывести на уровень приемлемых взаимоотношений, которые позволят нам говорить друг другу. Я вам даю слово, вот здесь вот при вас всех, у меня нет закрытых тем. Мы готовы разговаривать на все, не знаю, может быть для кого-то неприемлемо это говорить, может быть это болезненно, но во всяком случае все темы открыты. Мы готовы слышать и внимать тому, что говорят люди. Что касается, какой выход из ситуации, вот вообще в целом то, что в стране происходит, и по каким, как говорится, путям это следовало бы нам идти. А разве мы то, что делаем, это не выход из того положения дел? Какие проблемы не решаются? Вот вы задаете вопросы, и какие мы не озвучим. А мы как раз таки вопросы борьбы с коррупцией. Мы в первом чтении уже получили законопроект, он еще пока законопроектом остается. Мы изменили ситуацию в банковской сфере. Я не просто это говорю, это не просто какой-то либо шаг, а там достаточно очень сложная ситуация складывалась за все эти годы. Извините меня, когда деньги откладывались на депозитных счетах, и на этих депозитных счетах были значительные суммы, и государство при этом ничего от этого не получало. А сейчас на отсутствии даже денег мы сумели сделать возможности для того, чтобы государство получало бы хотя бы какие-то дивиденды от этого процесса. Разве это не полезно? Разве это не борьба?
Разве это не борьба, то, что мы сегодня пытаемся доказать, что у страны есть ресурсы? Мы сегодня проводим анализ, который, к сожалению, за все эти годы не проводился. Многие все декларировали о том, что на границе большое количество людей. Многие люди к нам уже стали совершенно по-другому относиться, приезжают к нам, назывались цифры чуть ли не в 2-3 миллиона. А какой эффект был от того, что люди приезжали? Я получил данные за последние 3 года у российской стороны, где в 2013 году и 2014 году цифры посещения Абхазии не очень далеко отличаются от того, что было в этом году. И что ж, почему в бюджете страны вот показатели были совершенно другие? 2013 год. Этот год, по которому, как говорится, мы получили самые большие деньги. Ну, часто не нравится, когда я об этом говорю, но экономисты лучше меня это знают. Понятие мультипликативного эффекта. Где он? Почему мы его не получали? И вот мы боремся за это, как говорится, чтобы эффект от этих поступлений был бы совершенно другим. Где те налоговые платежи, которые должны были быть, но их не было? Разве не борьба то, что мы делаем с орехом? Тогда я покажу вам, какая борьба. 20.08.2007 года и 25.08.2009 года Сберегательным банком было выдано ОАО АРСП Сухум-Бабаевский 2 кредита на общую сумму 39 миллионов. И за период пользования кредитами были начислены проценты на общую сумму 36,9 еще миллиона. Где деньги? Почему мы вопим? Почему мы ставим вопросы так, как будто бы в этой стране никто ничего не знает и не видит? Хотелось бы, чтобы мы были бы ответственны за все свои шаги и за свои действия. Я говорил во время выступления на встрече в прошлый раз, даю вам слово, отступлений не будет по этому вопросу. В прошлом году вывезли 900 тонн ореха, а мне все утверждают, что Абхазия выращивает 12-15 тысяч тонн. Единственное свидетельство, которое мы получаем, это со стороны Грузии. Грузинская сторона пишет в своих информационных потоках о том, что с Абхазии ввезено 10 тысяч тонн ореха. Так, ребята, а как нам отследить? Во-первых, у нас нет никакого учета по земле, на которой растут орехи. У нас нет никаких статистических данных по границе, какое количество ореха вывезено. Мы все патриоты, мы говорим, что с Грузией нельзя торговать, но при этом активно очень работаем то в одном, то в другом направлении. Так поэтому мы ввели вот так называемые платежи, которые позволили нам, если в прошлом году было вывезено 900 тонн, и при этом страна получила всего 50 тысяч рублей, мы в этом году вывезли более 600 тонн уже за 2 месяца и получили порядка 17 миллионов рублей. Эти деньги пойдут опять на сельское хозяйство. И, к сожалению, я и в прошлый раз это говорил, в результате вот этих процессов, да, меня обвиняют в этом, но парня, которого я поставил руководить этим процессом, убили. Да. И тяжело об этом говорить, но это борьба. Вот где мы боремся. И борьба будет, я вам даю слово, беспощадная. Никому ничего прощаться не будет. Но это не говорит о том, что я настолько жестокий человек, как некоторые меня представляют. Вопрос идет о жесткости подхода. Никакой жестокости с моей стороны не будет. Хочу, чтобы вот здесь, вот в свете наших как раз таки общений, именно парламент, именно общественная палата, там, где есть возможность донести ситуацию, которая складывается в стране, чтобы состоялся диалог. Я больше всех из руководителей, которые находились в ранге президента, за это время общался с парламентом. Я больше всех прихожу. И общение мое с парламентом, с общественной палатой, это не говорит о том, что я не знаю, что мне делать. Наоборот, я хочу, чтобы меня услышали бы, нас поддержали бы. И там, где мы ошибаемся, нам вовремя подсказали бы и сказали бы, что, ребята, вы вот в этом направлении неправильно себя ведете. Давайте обсудим, сядем, поговорим. И вот тогда у нас, я больше чем уверен, все получится. А что, государство какое может прожить без налогов?
У нас никто не хочет платить налоги. А вот борьба идет за то, чтобы эти налоги дошли бы до государства. Вы знаете, огромнейшее количество финансовых потоков, которых мы не видим. Вот недавно мы были в Гудаутах. Вот Олег Несторович представлял там свою вот программу, которую мы заказали и делаем. И вот там вот как раз-таки поднялся этот вопрос. У нас значительное количество финансовых средств, во-первых, не проходят через государственные структуры. Они лежат. И это огромная сумма. Это серьезные суммы. Они, если можно их сравнить, с определенными потоками финансовой помощи, которые идут из России. Так почему мы должны эти деньги не использовать? Почему мы не должны их задействовать? Вот какая борьба. Вот в этом направлении я жду от вас поддержки. Хотел бы, чтобы мы с вами, как говорится, говорили бы открыто об этих проблемах. Никакой другой, как говорится, позиции у меня быть не может. Это они брали в аренду, а потом депозиты, что ли? Нет, депозиты, понимаете, это значительное количество. Там значительное количество денежных потоков, которые шли по той же линии финансовой помощи. Они какое-то время лежат, предположим, на счетах в России. Они дают определенные проценты. И эти деньги должны возвращаться к нам. Они должны быть составляющей банка. А мы их зачастую не видим. Вот сегодня на отсутствии даже вот этих потоков денег, на тех мизерах, которые есть там на счетах, мы получаем дивиденды. Мы же запустили программу, я не просто это говорил. Понимаю, что не все довольны, потому что не все могут получить эти кредиты. Где-то и банковская сфера ошибается. Но 200 миллионов вот кредитования, которое мы запустили, оно будет реально получено людьми. Но идет процесс все-таки попыток более качественно подойти к этому объему работы. Сейчас готовится следующая программа кредитования под вот эти наши карточки. Пенсионеры, которые получают там 5-7 тысяч, они могут кредитоваться в объеме до 30 тысяч, там, в размере, предположим, 5-6 своих вот пенсионных выплат. Мы следующий этап готовим, вот к сентябрю, вернее, к следующему, как говорится, вот, году готовим, если успеем, может, в этом году запустим. Для торговых операций люди просят, каждый раз приходят, в пределах до 1 миллиона рублей. Мы готовы пойти на кредитование вот такого объема работ. И к следующему году мы готовим ипотечное кредитование. Есть эти деньги. И есть чем, как говорится, выйти с этими процессами. У нас значительное количество недвижимости, которую получили банковские наши структуры, лежат недвижимым грузом. А почему бы нам не отдать? Эти квартиры государство приобрело, государство оформляет его на себя там, или банк, и отдает квартиру нуждающемуся. Почему он должен платить какому-то частнику? Лучше он пусть платит государству в течение, предположим, месяца. Эта сумма будет составлять, предположим, 3-5 тысяч, но не 10. Накладно для многих молодых семей платить по 10, по 15 тысяч. А это будет постоянная система, которая позволит со временем выкупить эту квартиру этому молодому человеку. И реальная ипотечная система, которая существует в мире. Мы пойдем по этому пути. Да, это будет нелегкий процесс, но это нужно делать. Сегодня, на мой взгляд, самое главное – это преодоление разобщенности в нашем обществе. Это вообще должно стать нашей национальной идеей. Вот мы много говорим о национальности. Сейчас, мне кажется, это самое главное. И я не имею в виду именно воссоздание единства, потому что это невозможно в условиях политического плюрализма. Но я имею в виду вот такое функционирование различных групп, различных политических объединений, как единый организм. При этом вот как одна рука не должна ненавидеть другую руку. Вот этот антагонизм, который у нас появился, мне кажется, может создать условия. По этой дороге, по этой разобщенности мы можем прийти к потере суверенитета. К сожалению, некоторые деятели, неверно, на мой взгляд, понимая заинтересованность нашего стратегического партнера, ошибаясь в том, каковы истинные интересы России, пытаются как бы соревноваться в том, кто больше уступок как бы готов предложить. И мне кажется, это очень опасная дорога. Вижу в этом отношении, мне кажется, конечно, должен быть такой очень серьезный разговор. И здесь вопросы как бы и к власти, и к оппозиции. Я считаю, что в 2014 году известные майские события создали
такие новые вызовы в этом отношении из-за этой антагонистичности нашей политической борьбы. И сейчас возникают такие вопросы, вот, например, неожиданное, так сказать, требование признать ДНР и ЛНР со стороны Амцахар. Ну, это, правда, вопрос к оппозиции, но мне кажется, это в том же ряду, как бы попытаться выразить какую-то свою большую лояльность, но основанную, вот, повторяю, на неверном понимании заинтересованности России. На мой взгляд, и я много раз об этом говорю, наш стратегический союзник заинтересован в том, чтобы Абхазия была дружественной, но дееспособной страной со своим суверенитетом. И поэтому здесь очень важно как бы быть бдительно, охранять вот этот наш суверенитет. Понятно, что вот создание, преодоление этой разобщенности – это дорога с двусторонним таким движением. Но здесь власть, поскольку она власти имеет, так сказать, лидирующее положение, мне кажется, имеет больше возможности делать какие-то первые шаги. И вот, на мой взгляд, слишком болезненная была реакция на съезд Амцахар, на мой взгляд. Я просто не знаю, какие законы были нарушены во время этого съезда, что достаточно такие жесткие меры потом принимаются по отношению к некоторым участникам. С другой стороны, мне кажется, у власти есть очень большие ресурсы для того, чтобы продемонстрировать, что, так сказать, власть – это лидер всего народа, а не какой-то отдельной политической группы. Например, вот здесь поднимался вопрос о телевидении. Мне кажется, возвращение, допустим, передачи «Кафедра» на телевидении, это было бы сильным шагом власти. И от этого выиграло бы и телевидение, и наше общество. Я знаю, как высоко оценивали эту передачу, и за пределами Абхазии, мне кажется, никто от этого не пострадал, и это был бы сильный ход и в этом диалоге, потому что, мне кажется, создавать площадки, бесконечно разговаривать, выслушивать – это одно, но если не будут каких-то действий с двух сторон, то мы эту разобщенность не преодолеем. Теперь второе, о чем я хотела сказать. Вы говорите, действительно много шагов в этом делается относительно коррупции, выяснения коррупционных схем и так далее. Это чрезвычайно важно. Но, мне кажется, немножко в тени остаются другие преступления, как вот политические убийства или попытки, то же самое расследование и судебный процесс по поводу покушения на экс-президента Анкваба. Такое ощущение, что это разваливается. По крайней мере, хотелось бы услышать мнение власти, что это действительно квалифицируется как преступление, которое судебный процесс должен дойти до конца, потому что у многих такое ощущение, что в связи с такой критикой предыдущей власти, в связи с коррупцией, как бы все преступления, так сказать, против этой власти, они уже снимаются. И я вот здесь свидетель, что каждому президенту задавала эти вопросы относительно политических убийств 90-х и 2000-х годов. Сейчас вот во многом обновился состав правоохранительных органов. Может быть, стоит, и мне бы хотелось к вам обратиться, чтобы, может быть, с новыми силами или появились новые возможности все-таки довести до конца эти расследования, потому что и заказчики, и исполнители многих, они среди нас. Может быть, мы за них голосуем на каких-то выборах. Я считаю, что оставлять вот эти вопросы без такого реагирования не стоит. И последнее, это просто вот более, так сказать, такие частные вопросы, касающиеся нашей столицы. Мы видим, как в последние годы, в общем-то, бессистемно застраивается, особенно вот и центральная и прибрежная сторона. Я тоже обращалась и к депутатам, и к предыдущим президентам, что вот здесь нужны какие-то достаточно жесткие, наверное, меры. Мы видим, что сейчас что-то решается в отделе архитектуры в городе, но мне кажется, без поддержки, так сказать, власти это будет невозможно. У нас есть такая жемчужина, как Сухумская крепость. Она практически превратилась в задворки многоквартирных, многоэтажных домов. Сейчас нам стало известно, что там хотят восстановить на этих благородных развалинах ресторан. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Если там уже какие-то решения были приняты, то, мне кажется, общественность могла бы собрать подписи, обратиться к вам, если необходимо, такие меры, вот, чтобы все-таки этого не было, этот ресторан все-таки в другом месте, потому что здесь нужно как бы и высветить этот вот памятник, который на протяжении 2500 тысячелетий являлся центром нашей столицы.
И еще один вопрос по поводу территории МВО и ПВО. Мы еще до военные времена ставили вопрос о том, чтобы эта территория должна быть открыта для горожан, граждан Абхазии. И мне кажется, сейчас есть такая возможность продлить нашу набережную через вот пешеходный мост, который можно было бы, так сказать, предложить нашим художникам, архитекторам подумать над ним, и протянуть эту набережную до района турбазы и так далее. Но я понимаю, что это настолько сложные вопросы, что они без вот вашей поддержки решиться не могут. Спасибо. Начну с того вопроса, которым вы закончили, по вопросу набережной и МВО, ПВО. Мы часто слышали о возможности начать работы по этим двум объектам. Мы говорили с российской стороной на эту тему, с Министерством обороны. Такая готовность есть. Но мы поставили условия. Набережная вот этих двух объектов должна быть выделена из состава этих структур буквой «Г», начиная от реки, вот, которая спускается к морю, и туда. У нас есть уже проект набережной, всей набережной. Конечно, к этому проекту еще нужны деньги. Но я надеюсь на то, что будут и деньги, будут эти возможности для того, чтобы эту набережную нашу расширить. И я не вижу здесь противодействия российской стороны или тех структур, которые заинтересованы продолжить работу по этим объектам. Мы открыто заявили о своей готовности вот в этом вопросе вот таким образом провести эту работу. Что касается двухстороннего движения. Двухстороннее движение предполагает еще и остановку. Мы должны уметь останавливаться вовремя, а то мы проедем очень быстро на этих скоростях, как это сейчас происходит. Поэтому мы должны, вот все, что сегодня я озвучил, связано с готовностью говорить, слышать друг друга. А не просто, понимаете, создавать видимость того, что вроде бы мы обговорили что-то, разошлись, а потом опять продолжаем на таких тонах разговаривать, которые неприемлемы для диалога. Думаю, что будет это понимание и будет такой разговор, независимо от того, кто бы как бы это не хотел. Но что касается вообще в целом ситуации и тех людей, которых якобы мы сейчас преследуем, хочу вас заверить, когда представители власти, которые должны способствовать тому, чтобы власть состоялась, и они несут ответственность за эту власть, сидят на такого рода съездах и аплодируют тому, чтобы нужно, как говорится, развалить эту власть, это не совсем верный подход. Вот пока мы будем так рассуждать, у нас государства не будет. Не будет той системы власти, о которой мы с вами печемся. Нам надо понять, что вот за все годы, вот здесь все сидят, которые имели отношения и знают хорошо. Хоть один раз кто-нибудь слышал из моих уст в адрес Сергея Васильевича, хотя мы были очень жесткими оппонентами, в адрес Александра Золотинскевича. Александр Золотинскевич жив и здоров, и он, в свою очередь, кто-нибудь слышал в адрес меня какие-то бы речи, которые произносились бы из уст этого человека? Этого не было. Но я думаю, что во всяком случае это своего рода культура общения. Почему я сегодня должен слышать из уст той же Ирины Агрба, что мы бандиты во власти? Почему я должен из уст некого простого гражданина слышать о том, что президент, оказывается, поручает премьер-министру, потому что сам этого не уделает он, а возможность якобы получения неких каких-то дивидендов, так мягко назовем. Вы знаете, я умею защищать свою честь. И я хочу, чтобы это делалось законным образом. И мы будем это делать. Вот где нужно применять силу закона. А не бегать, понимаете, и размахиваться кулаками. Это не приведет к лучшему результату. Вот когда мы научимся вот так вот подходить к решению этих вопросов, вот тогда у нас совершенно будет другая ситуация. Вот нужно уметь в судебном порядке отвечать за все свои слова. Я зачастую вижу в интернете, что пишется. Разве нам приятно, когда абхазцы друг друга, извините меня, я уже не говорю о других народах, мы здесь, государствообразующая нация, если мы себя так ведем, низко, общаясь в интернете, я никогда не могу предположить, что девушки абхазки могут так разговаривать. Ребята, которые, во-первых, это уже не ребята, а какие-то монстры.
Ну так мы не должны говорить с друг другом, даже если, предположим, что-то не нравится. Вот нам надо думать о том, как эту всю ситуацию исправлять. Вот возможность говорить вот так позволит нам многое избежать. Вот я все время пытаюсь донести до всех тем, с кем я говорю. Вы знаете, когда мы по всем этим процессам пытаемся по равным долям распределить вину и на власть, и на оппозицию, так если власть виновата, давайте будем говорить открыто. Вы виноваты в этом. И давайте научимся говорить правду о власти. Но когда оппозицию мы пытаемся, понимаете, сглаживать, приглаживая ее, говорить о том, что вы, ребята, понимаете, вы можете себя так вести, но вы должны все-таки не переходить эти грани. Она, эта грань, никогда не будет существовать. Так давайте мы все-таки научимся открыто говорить. Ребята, если мы действительно хотим говорить, давайте будем говорить на человеческом, на абхазском, на русском языке, но без всяких этих так называемых слов, унижающих достоинство человека. Я за это время, пока говорил с ними, вот встречаясь с ними в тех или иных помещениях, но зачастую это было в моем кабинете. Вы поверьте, меня слышали. И был нормальный разговор. Никто ни на кого не обижался. Но потом, когда собираются в отдельные группы, начинаются, понимаете, вот баталии, которые совершенно неуместны. Но и эти баталии лучше перенести в помещение и говорить, может быть, даже и жестко. Может, это нелицеприятно, но лучше это сделать так, чтобы не подвигать наш народ к тем или иным процессам. Знаете, вот Тополян сказал очень такую существенную, выдал мысль. Люди, вы не видите, что, мол, внутренняя усталость нашего народа? Вот, наверное, все-таки и мы, те, кто был вчера в оппозиции, а сегодня во власти, и те, кто сегодня в оппозиции, и хотят прийти во власть опять, должны понять, играть у нас больше времени нет. А что касается вот, отношений с Россией, вопросы, которые вы вот, затронули, нам нельзя ни в коей мере, понимаете, стараться угодить России. Россия сама поймет, с кем и как ей выстраивать отношения, если у нас будет лицо. Лицо, которое принципиально будет отстаивать свои позиции. Поверьте, нелегко некоторые вопросы поднимать, отстаивать. Тяжело это дается. Но когда тебя пытаются переиграть и перехитрить, это не к месту. Это не нужно для нашего народа. Понимаете, вот я говорил на прошлой встрече Нателла Нурина, за практически 10-11 лет своего нахождения в оппозиционной среде я один раз имел такую честь встретиться с президентом Российской Федерации. И это было на территории Абхазии. Я по кабинетам российского чиновничества не ходил. К чему я это сказал, я думаю, вам понятно. Здесь вы правильно сказали, Владимир, что политическая активность населения очень высокая, вы одобряете, это замечательно. Она будет дальше еще больше расти. Мы видим, как создаются новые партии с новыми программами своими. Вот мы сегодня вкратце ознакомились с вашей помощью с программой Абсахара. Но такие же программы есть в других партиях. Ну вот до сих пор существовали партии, но, так сказать, люди создают новые. Почему? Казалось бы, почему не идти в те же партии и не продолжать деятельность вместе с ними и отстаивать какие-то позиции? То, да, но создаются новые партии, потому что они предлагают какие-то другие пути решения проблем, пока мы не знаем какие, а из того, что мы слышим, иногда, значит, в том числе удивительные. Вот. Но все-таки, так сказать, активность эта растет, и она предполагает усиление политического противостояния. Вот в этом противостоянии, каждый участник этого противостояния ведет, борьба за власть идет. Чтобы в этом противостоянии Абхазия не стала заложником, знаете, чтобы она в собственности не стала кого-то, вот, я хочу завладеть ею, нет, я хочу завладеть, потому что я больше знаю, я лучше знаю и прочее. Вот чтобы избавиться от этих иллюзий и от того, что, значит, вот правильно здесь предыдущий оратор говорил о том, что вот это объединение, вокруг которого мы много говорим, но которое, к сожалению, не состоится, оно само, конечно, не случится. Но мне кажется, что здесь было бы очень важно снять какие-то
проблемные вопросы и снять какой-то груз прошлого, который висит, значит, над всеми. Во-первых, у оппозиции, вот вы говорили о том, что, буквально ваши слова, что я знаю о том, какой был замысел у организаторов съезда. То есть намек идет на то, что они пытались собрать много народу и потом решить какие-то проблемы каким-то путем. Речь идет точно о том, от которого мы все почему-то уходим. Мы должны дать однозначную, значит, вот такую оценку, как бы сказать громогласно, признать, что в борьбе за власть только конституционный путь. А остальные пути, какие бы ни были, они противозаконны, и мы ими никогда не воспользуемся. Это громогласно должны сказать и оппозиция, и власть должна это приветствовать, я думаю. А со стороны власти, конечно, не мешало бы, было бы очень хорошо, на мой взгляд, дать какую-то оценку событиям мая 2014 года. Потому что повторение подобного, я не имею в виду тот период, когда парламентом было принято решение о назначении выборов, мы ушли в конституционное, так сказать, русло, правовое русло. А события, которые имели место до этого, в разной степени, так сказать, расходились с нашей Конституцией, с нашими представлениями о борьбе за власть. Поэтому, если такая оценка со стороны власти как-то будет высказана за нас, что мы не должны повторять вот это, потому что игра идет, значит, по-крупному. Здесь, значит, речь идет о судьбе республики, о судьбе народа. Ну, так это все громко говорить, потому что повторить что-то подобное, это означает рухнуть в пропасть. Поэтому мне кажется, что оппозиция, она разношерстная, разная. Правильно было сказано вами о том, что люди оказались вместе, непонятно почему, по какой причине, там разные, и разные мнения есть у них. И поэтому мне кажется, что все-таки, как бы трудно ни было, диалог – это единственный путь к решению проблем. У нас нет других путей. Человечество не изобрело ничего, кроме прямого встречи, разговоров. Если кажется вам, что есть возможность на площадке, вот эту площадку общественной палаты можно использовать, мы, например, готовы со своей стороны, предположим, ну вот Наталья Нурьева говорила, встретиться и с оппозицией. Мы этот путь начали. Вы помните хорошо, Рауль Жункович, когда вы были в оппозиции, мы, так сказать, и с властью, и с вами. У нас встреча была с вами. С нами была. Мы приходили, но власть не пришла сюда. Да. С вами у нас встреча была. Не повторяйте их ошибки. Вы даже удивились, многие из представителей оппозиции, что мы, представители Общественной палаты, сказали больше, чем вы, так сказать, готовы были сказать. Поэтому это я приветствую и понимаю, что вы готовы к этому. Поэтому, если, так сказать, вы согласны, мы, конечно, попытаемся, я не знаю, насколько это нам удастся, но довести до людей об их ответственности за то, что они делают. Я думаю, что мы в состоянии и как-то какой-то груз, какую-то проблему мы должны, конечно, снять. А ругать власть есть всегда за что. И это нормально. Потому что не только оппозиция какие-то критические замечания высказывает, но говорят обычные люди на базаре, везде, где угодно, потому что все связывают все, что касается человека, нерешенность этих проблем связывают с руководством и непосредственно с президентом. Это потому, что у нас маленькая республика. У нас привыкли президента видеть то в Прихаловке, то еще где-то. В России этого не происходит, потому что большая страна, до президента добраться невозможно. А здесь все проблемы решаются в кабинете президента. Это наша особенность. Она может быть очень полезна, но ее можно, конечно, превратить и в фарс, и в зло, во что угодно. Поэтому администрация президента, все окружение, конечно, эту ответственность должны разделять и, соответственно, и не то что себя вести, а строить свою работу, обеспечивать деятельность президента таким образом,
чтобы до того, как к нему придет, многие вопросы были бы сняты. А это можно делать очень мягко, не обязательно решать все проблемы. Сегодня решить все проблемы невозможно. Но народ и все мы должны знать, что для решения вот этой проблемы делается вот то-то, для решения вот такой проблемы очень острой делается то-то. Вот то, что вы сегодня здесь нам короткое выступление, такое, в вашем коротком выступлении, мне кажется, там изложена очень хорошая программа действий, очень хорошая. И то, что вы делаете в области, предположим, борьбы с коррупцией, а это настоящая борьба с коррупцией, то, что вокруг, так сказать, государственных структурах своих, не просто где-то там какие-то коммерческие структуры, раскрыть их там преступные деяния и прочее, а вот себя, со своих структур, со своих государственных структур начали, это замечательно. И это должно получить, конечно, и широкую огласку. Информация должна быть доступной. Люди должны знать, что, так сказать, государство – это не кормушка. Это, так сказать, и эти объекты, которые были переданы под наблюдение, как бы для работы каким-то субъектом права, так сказать, они не являются их собственностью, и присваивать там что-то невозможно. Это должно быть, конечно. Да, очень много у нас проблем с правоохранительными органами. Проблем много. Иной раз слушать не хочется, как говорят, что говорят. Просто, знаете, иной раз, мне кажется, это телевидение даже полезнее закрыть было бы. Потому что, я скажу прямо, и представители власти, в том числе, так сказать, очень неудачно, значит, говорят, очень неудачно, да, люди сидят у телевизора, смотрят внимательно, слушают все. Потому что это тот ящик, который доносит, как бы, а представитель власти, выступая перед телезрителями, он как бы несет вашу политику, политику государства, политику руководства, то есть массы. И иногда недоумение. Надо очень аккуратно, очень готовиться ко всему. Но я говорю прописные истины, но они есть у нас, к сожалению. Есть. И в оппозиции, конечно, очень много проблем. Мне кажется, самое главное, что я хотел сказать, возвращаясь к этому, что нам нужно как-то вот наладить вот этот диалог и решать, так сказать, вопрос вот таким путем, чтобы не было у нас каких-то рецидивов, возвращения, даже попыток возвращения, так сказать, мы должны даже добиться того, что обязательства должны все взять, может подписаться под каким-то единым документом, хотя это стало у нас таким, что подпишут этот документ, а потом, значит, его даже, так сказать, в надежную папку и куда-то в дальний угол спрятали. Да, и все, и мусорная корзина. А между тем это должно быть, это же ответственность. Человек подписывает под каким-то документом, ставит свою подпись, обязуется это выполнить, с него надо спрашивать. И мы должны как-то обеспечить вот это. И всеобщее такое вот осуждение как бы неконституционных методов вот, так сказать, борьбы за власть, захвата власти или еще что-нибудь, чтобы этого, так сказать, никогда никто даже не пытался, так сказать, использовать. Мне кажется, это было бы очень важно. А площадка наша готова. Можно я по одному вот вопросу, связанному с партиями и вообще вот теми процессами, которые происходят в Абхазии? По остальным вопросам, по многим, которые вы озвучили, мы здесь уже говорили, но в части, касающейся партийной вот тематики. Мы считали, и я и сейчас уверен в том, что формирование парламента должно быть совершенно по другому принципу. Но при этом у нас как-то все получается, понимаете, спонтанно. Мы предлагаем одно, потом получаем совершенно другой результат. Мы, когда озвучили цифру в 45 депутатов, как возможный вариант перехода на смешанную систему, нас очень жестко критиковали. Но сегодня почему-то парламент пошел еще на большие цифры, 60. Около 55, по-моему. Ну, понимаете, есть определенная вот ситуация. Многие наши мажоритарии хотят еще раз попасть, а другие хотят пройти по партийным спискам. Поэтому где золотая середина, это очень трудно сказать. Но не делая каких-либо шагов в качестве вот реформирования самой системы, формирования парламента, мы получим опять очередной застой. Поэтому и многие вопросы и к парламенту, и вообще к системе власти
хотелось бы, чтобы вот здесь тоже была бы совершенно другая позиция. Не просто ради того, чтобы я пойду и попаду в парламент, а просто знать, зачем мы туда приходим. Что должен депутат, придя в парламент? Не просто отсиживаться, а работать над соответствующими документами. И к нашему несчастью, к сожалению, я еще раз констатирую, депутат не должен писать закон. Депутат должен получать из соответствующих институтов проекты законов, и которые он уже должен пробивать их, работая с ними, вносить соответствующие коррективы, изменения. Но у нас нет таких возможностей. Поэтому депутаты зачастую просто переписывают автоматически, меняя Российскую Федерацию на Республику, а иногда не меняя. У нас даже бывает так, что вроде поменяли Республику Абхазия, оставили на новое, как говорится, вместо России, а вот там внутри пишут субъекты, мол, Российской Федерации. Вот в отношении выборов. Попадать люди чистые, чтобы они на наркотики, чтобы проверялись, чтобы они чистые были. Вот куда должны быть? Несудимые. Да, несудимые. Вот поэтому я и говорю о партийной системе, которая позволила бы, хотя и это не гарантирует. Сегодня многие говорили о ситуации в стране. На самом деле это, может быть, сегодня хорошо было бы поговорить на эти темы разные, чтобы мы что-то обозначили. Но вот ситуация, которая сегодня всех беспокоит, нельзя как бы не поговорить об этом. Дело в том, что вот это ощущение у народа, что это не закончилось у общества, что предстоят очень серьезные испытания. И мне кажется, вот сейчас такое ощущение, что все как бы заглушается, и нет такого нормального диалога, естественно, это приводит к таким потрясениям. Мне кажется, нам надо как-то этого избежать. И прежде всего власть должна об этом думать, потому что вот это первый съезд Амцахара очень всех обеспокоил тем, что ту форму диалога, ту форму как бы разговора, которую власть выбрала, она, на мой взгляд, очень опасный путь. Эта форма как бы приводит к такому опасному пути, потому что люди в ранге вице-президента, когда говорят о том, что может пролиться кровь и будет кровь, знаете, общество очень серьезно как бы это воспринимает. Это было... Мне кажется, это нужно было как-то осудить, и как-то власть должна была на это отреагировать. Но мы на сегодняшний день видим, что никто не отреагировал на то, что сказал вице-президент перед съездом Амцахара. А потом, мне кажется, что ничего не предвещало вот к такой реакции власти. Вот, да, ну, выступили и так далее, ну и как бы как-то вот, как всегда, оппозиция вот в стране себя ведет, так и вели бы. Но то, как потом телевидение стало раскручивать это, да, один раз показали выступление, да, ну, съезд этот, а потом в течение нескольких дней вот интервью как бы, да, с разных мест, и люди, когда говорят, вы знаете, я готов отдать жизнь за президента. Но это хорошо, наверное, что есть такие люди, которые можно это... Но это расценивается как человек, который готов воевать и умереть. Значит, раз он готов умереть, значит, он готов воевать. Да? Значит, если готов воевать, значит, тут жертвы. И мне кажется, на это тоже. Вот этот диалог... Нельзя как бы выстраивание диалога между властью и обществом отдавать как бы на усмотрение телевидения. Конечно, там, ну, они, конечно, что-то делают, они на свое усмотрение, на свое понимание как бы это выстраивают. И мне кажется, тут как бы власть должна держать руку на пульсе. Нельзя как бы не оставлять. В течение нескольких дней мы видим, как люди там осуждают ту же Ирину Агарбай, и очень самыми последними словами. Но нельзя так допускать. Один раз был съезд, и несколько как бы дней, как это бы плохо. Мы все это понимаем, что нам просто смертельно, если сегодня произойдет что-то подобное, что произошло 27 мая. Штурмовать мы не можем. Мы иначе вот просто закончим с нашим государством. И, конечно, мы должны приложить максимум усилий не по запугиванию, не по тому, чтобы заткнуть кого-то, а для того, чтобы вот мы как-то все это вывели наружу, спокойно могли бы вот то любимое многими слово конструктивном русле все это повести. Это вот как-то вот то, что нас очень беспокоит. Я вот в последнее время только на эту тему, может быть, и говорю, когда встречаюсь с кем-то, и люди говорят, мы боимся, что будет кровь.
это вот то, чтобы вы понимали, как люди как бы расценивают. Те, которые не имеют отношения ни к оппозиции, ни к власти, а обычные люди, они говорят о том, что, да, они вот на телевидении видят, как власть выясняет бесконечные отношения с оппозицией, оппозиция выясняет с властью. Обычный народ говорит, а мы как были вот в нищете, и вот ничего на нас как бы не отражает, так и остались. Это говорят вот в деревнях, обычные люди. То есть, чтобы вы понимали, какая серьезная ситуация сложилась. И мне кажется, вот первый такой конфронтационность такая, которая вот в ярко выраженных формах была проявлена, мне кажется, это очень опасно, и хотелось бы, чтобы как-то мы этому уделили внимание. Это одно, о чем я хотела поговорить. И если мы говорим как бы о текущей ситуации, о делах, я бы хотела немножко остановиться на Гальском районе. За последние несколько лет мы ситуацию в Гальском районе довели до такого, что мы можем потерять Гальский район, на мой взгляд. То, как решаются вопросы, да, это то, что ежедневно настраивает гальское население против абхазского общества. Мне, знаете, я хотела, конечно, чтобы был бы какой-то откровенный разговор, но понятно, что не всегда все это можно на всю страну, когда просто хочешь поговорить. Да, и на самом деле, то, что произошло до 27 мая, вот с Гальским районом, когда Гальский район и тема Гальского района, да, была взята на вооружение, да, для борьбы с властью и так далее, и так далее. Оппозиция — это было самое, что можно было сделать страшное для нашего государства. Это, на мой взгляд, может, я таким очень говорю словами, но дело в том, что можно было бы сейчас так сделать. Оставим то, что было. Да, может быть, это для выборов, для электората и прочее, как-то было каким-то образом использована эта тема. Но сегодня нам надо серьезно решать гальский вопрос и паспортизацию Гальского района, населения Гальского района. То постановление парламента, которое было принято, оно не говорит ни о чем, что эти люди не граждане Абхазии. Это был компромиссный документ, и мы все это знаем. В той ситуации, что можно было как бы правильнее сделать, было сделано. В документе не говорится о том, что они не граждане, но говорится о том, что паспорта считаются там недействительными. Хорошо. Но сегодня вопрос встает о том, что они не граждане. Иначе, нужно ли нам это так ставить? В интересах ли это нашего государства? Давайте как бы оставив все это, подумаем о судьбе нашей страны, о судьбе этого населения. Раз мы их вернули, раз мы их не считали врагами, да, те, кто воевал против Абхазии, все, они должны как бы, тут дифференцированный подход, мы об этом говорили. Если есть, которые должны нести ответственность, нести наказание, они должны понести. А вот со всем населением, все население делать виновным, я считаю, что это гибельно и для нас, и для них, и так далее. Сегодня я ездила в Гальский район, я узнавала, что там вот с людьми говорила. Очень две важные темы. Это вопрос образования. Вот есть депутат парламента Бижан Убиря. Он часто на круглых столах говорит о том, что гальские жители готовы, не то что готовы, они сами говорят о том, что они хотят обучаться на русском языке, если можно на абхазском, и они готовы и на абхазском, но мы не можем такие условия им предоставить. И они не против этого, они готовы. Но что сейчас происходит? Вместо того, чтобы вот такой их порыв из такой благоприятной атмосферы, мы создаем очень негативную атмосферу. Люди говорят, мы хотим, потому что наши, говорят, дети уезжают в Грузию учиться из-за того, что они заканчивают на грузинском языке, а они не могут в АГУ поступать. Это отток молодого населения. Их дома пустеют. То есть их это беспокоит, чтобы они наоборот хотят, чтобы они на русском языке обучались. Но мы что делаем? Мы сразу как это в советское время, пятилетку нужно отчитаться, да, в пятилетку. Почему-то сразу с 1 по 4 хотим, чтобы они на русском языке обучались. Это в ситуации, когда нет на самом деле учителей, которые могут обучить и взять на себя это, чтобы нет, кадров нет. Сами дети уже в 4 классе вдруг, а там уже науки начинаются, серьезные науки. Там просто так на пальцах им не объяснишь. Они просят о том, чтобы готовы 1 и 2 класс, пожалуйста. А потом 3, 4 поэтапно вводить. Почему мы это не можем сделать? Зачем нужны нам такие вот необоснованные, мне кажется, шаги, которые наоборот настраивают население? И это серьезно всех беспокоит. И потом очень серьезный вопрос с орехами. Я хочу сказать, что в этом отношении тоже криминогенная ситуация ухудшилась.
Стали появляться люди на джипах черных, огромных, приезжают в села и устанавливают таксу или там цены на орех. Вот сегодня вы будете продавать по таким ценам. И люди называют их имена. Я думаю, их нетрудно узнать. У нас же, мы же все знаем, что происходит. И цены устанавливают, и люди вынуждены сдавать по этим ценам. Потом, пока они с деревни привезут, да, в город, там милиция стоит, их тоже там вымогательством занимаются. Но это, понимаете, мы в 20 лет это происходит с Гальским районом. Мы 20 лет для того, что вот не боремся с этим. Мы на откуп подали определенным людям. Да? Это не только судьба Гальского района, это судьба Абхазии. Люди, чтобы нажились на Гальском районе, да, кто-то наживается, а страна, да, за это расплачивается в целом. Обращаюсь с просьбой, чтобы вы разобрались на самом деле с той ситуацией, которая там происходит. А там идет ухудшение. И вот мы мониторим ситуацию в Гальском районе на протяжении многих лет. Был вот период, когда во времена, 3 года назад, когда кражи людей были. Вот это была такая, и всех это беспокоило. Все остальное как бы было более-менее, они принимали с орехом так, это одно. И второе, налог на землю. Вы знаете, я согласна, что нужно наводить порядок в сфере налогообложения и во всех районах Абхазии. Но начинать с Гальского района тоже, да, когда во всех районах не платят, тоже они себя ощущают в этом смысле как бы дискриминацией. Но я думаю, что это можно тоже объяснить, они не против. Но что там происходит? Они дважды платят за свою землю, да, налог за землю и аренда за землю. Помимо там каких-то других дел. И им объясняют, что вот та вторая плата, она будет уходить на развитие района. Ну давайте предложим это нашим лыхнинцам, хуапцам. Я посмотрю, как народ там... А получается, что им можно все, да, вот с ними можно делать все. Иногда вот хочется к нашим людям обратиться. Вот абсура нахё, абсура яцанакою бри. Я понимаю, что когда президент Ардзенбих возвращал, это было самое тяжелое время, когда раны еще у всех источались кровью, и их вернули. Понимаете, ну и ситуация была. А сегодня ситуация не лучше. Сегодня ситуация в Гальском районе не лучше. Мы их обозначили гражданами Грузии. Мы обозначили, они себя давно уже определили. Я понимаю, но, Рауль Дюнкович, я все понимаю, но мы должны подумать, вот как мы сейчас раскрутим то, что они являются гражданами. Я извиняюсь, я очень долго говорю перед всеми, но мне кажется, эта тема очень важная. Я просто, может быть, мы отдельно с вами встретимся, поговорим на эту тему. Да, чтобы мы поняли. Да, они себя обозначили, но мы понимаем, что за 20 лет, почему они себя не обозначили. Эти люди были просто как бы выброшены, да, они не получают... Люди зарплату учителя стали получать. Они получают двойные пенсии, тройные пенсии. Все это понятно. Они получают и российскую пенсию, они получают и пенсию грузинскую, они получают пособие, они все получают. Но мы хотим как раз таки их встроить в нашу жизнь. Но я, например, я согласна с этим, что там есть, что они получают и грузинскую, и российскую, и так далее. Но мне кажется, мы должны не говорить о том, вот они не... Мы должны подумать, как нам правильнее сделать, чтобы сохранить свое государство. Иногда халаги хахира тохота казыхун яхчим дзразыхун Гальский район. Яхамбаз шиги хахцар халот убри яхчим дзразыхун. Баси яртныги хамхарги халот убри хазхуцру. А баси яртны зиги хар яхашара. Вы, граждане Грузии, вахад жгяха хар убри харях хэнткарра яхума 60 тысяч населения. Считать их только гражданами Грузии. Видно жительство Рахтар, убрихарах безопасность Яхума, убрихаз сходственно, я тоже тогда отвечу на некоторые вопросы. С теми вещами, которые происходят в Галском районе, я не могу согласиться со всеми вашими утверждениями, которые вы озвучили. Это ваше право так считать, так думать. И поэтому, если у нас будет такая возможность, давайте мы встретимся, поговорим на эту тему тоже. Но хочу, чтобы вы знали, паспортная тема – это серьезная тема. И о ней Владислав в свое время говорил. Юрисдикция Грузии, если будет переходить на нашу территорию таким образом, мы потеряем быстрее, чем вы даже предполагаете свою страну. А что касается грузинского населения, проживающего в Галском, Творчалском, Ачимчирском районе,
Я ратую за то, чтобы они вписались бы в нашу жизнь. Понимая, что 99%, давайте будем говорить откровенно, сегодня, когда после всего того, что произошло с этими паспортами, с этими гражданствами, когда мы сказали открыто им, пожалуйста, имейте свои паспорта, имейте это гражданство, но мы должны знать, если мы хотим строить экономику в своей стране, какое количество людей, иностранных граждан. Зачем тогда нам нужно создавать закон об иностранных гражданах? Какое проживает на территории Абхазии? Как мы их должны постепенно адаптировать в наши условия? Если мы хотим знать реальную картину этих процессов. Так они взяли и показали все свои паспорта. Сегодня на переходах они показывают свои паспорта. Грузинские паспорта. И Федзом мы же не запрещаем это делать. Это было в списке документов, которые наши... Нет, никаких списков. У них паспорта есть. Пожалуйста, мы с вами вот даже вот сейчас сядем и поедем на переход. Любой. Их устраивает это положение. Но меня не устраивает, как главы государства, чтобы на территории Абхазии проживало такое количество граждан Грузии. И поэтому нам надо создавать условия для того, чтобы они постепенно переходили. Вот в отличие от предыдущих руководителей, я пошел на то, что значительная часть людей, живущих в Галском районе, и я этого не боюсь, мы оформляем гражданство, но законным способом. Они обращаются к нам. И если есть основания для того, чтобы этому человеку стать гражданином Абхазии, как это записано у нас в законе, а в законе Грузии же сказано о том, что граждане Грузии, даже Саакашвили вот сейчас с каким трудом выходил из гражданства Грузии, так почему мы там должны, понимаете, вести себя, нарушая свой собственный закон и нарушая установленные международные правила игры? Поэтому здесь должен быть соответствующий подход. Я не против того, чтобы все это правильно выстроить, построить так, чтобы и процессы учебных вот этих моментов были бы таковыми, чтобы они в большей степени сами бы изъявляли желание становиться частью нашего общества. Понятно, да, действительно, значительная часть, вы сами сказали, учатся на грузинском и хотят ехать в Тбилиси, дальше продолжать учиться. Не очень-то многие из них хотят сюда к нам ехать, в АГУ учиться. Не так совсем, как вы это представили. А граф Сергоид, проблема усирмарьенной, то, что касается арендных вопросов и платежей за землю. Почему нас не слышит никто? Мы впервые пошли на то, чтобы отменить налог на землю для крестьянских хозяйств. И этот закон уже фактически прошел соответствующую работу в парламенте. А что касается аренд, вот тех двух видов, которые вы говорите, да, действительно, есть арендные отношения. Крестьянин, который платит за свой собственный надел, это одна плата. А когда он взял в аренду земли, превышающие те гектары, которые, ну, во всяком случае, вернее, наделы, которые у него, как говорится, по закону должны быть, конечно, он должен платить соответствующую плату за аренду этих земель. У нас везде на территории Абхазии это происходит. Если крестьянин в Гудаутах взял, помимо своей земли, какую-то часть земли, другой, на которой он производит какие-то работы, он обязан платить за эту землю в качестве арендной платы. Никаких других подходов быть не может. Там глава активнее работает, да? Поэтому происходит. Просто начался процесс выявления вот этих активов. В течение практически последних лет этой работы там не было. И люди, я вам больше скажу, вот здесь вы правы, может быть. Вот сейчас вот глава администрации мне докладывал. К сожалению, длительное время люди платили за землю. Но почему-то эта плата не доходила до бюджета страны. Часть этих средств прикарманивалась, ну, будем говорить, определенными группками людей в качестве руководителей сел, там, которые находятся. У языка это глаза ща. А у винт из юршоя, из дыки шазер. Юго у языка айхин заракоги. А я шахим и прямго. Зимтфегоба. Ха-ха. А граф Сергой, наоборот, я приводил в пример гал. Не для того, чтобы галцы потом еще более активно платили бы. Наоборот, у гальцев по вопросам налогов на землю, по вопросам оплаты за свет ситуация лучше, чем в других регионах Абхазии. Намного лучше. Не от того, что их заставляют, а от того, что они понимают, что вот это нужно сделать.
Во всяком случае, они хотят, чтобы эти платежи производились. Главное, чтобы эти платежи потом посредники не воровали бы и доходили бы до бюджета. А что касается того же света, я говорил и с парламентом общался. Ну, аграф Сергой, если мы за все эти годы имеем такое количество недоимок по оплате за свет, и при этом никто ничего не хочет оплачивать. Ни юридические, ни физические лица, ни те же коммерческие предприятия. Так давайте мы сказали, по части касающейся физических лиц. Я понимаю, что вот это будет из года в год переходить. Кто-то должен решиться и сказать: ребят, давайте мы остановим эти процессы, но договоримся с людьми, с обществом. Вот 2014 год и 2015 год, будьте добры, оплатите за все. Ай башрaqalan zahara abqaza bri turtulanda yujug atarazu hana bra hain arab qazahana iza bas a prospecta tinchra hanchirtulers habsu darati machin shimdura qala kiyala zubus e hantuzar zigi ak busokun zakhin jarahus bus sola jachaj nahbal zak hay gurgun bas hara harazdir zomuzda bas ray gor hasan harazun nar tepsob haray gurgun isqus hawa ya khazgar ya khaslahu nas ya shizdar webs Ай башрадуд захасид, нас облакат, аз за рубрера джабар бит, нас юнизики абаш кусерзи, урстула федерация дузи шиждерва, хапшимра иридер калид, ари устудзан, нас харах гуа бас янагуан, убрина хас уштах уску зиги маншалаху, тинчна حبسنا حنكرش يشاكو حرقلوت، حنا بجيغو بشاختكو أخا، يشاختكو يشاكو حرقلوت أخا. Абрия цохтан диалаз ахтисква яшу шаша тахзар дар зазар зухан ихантоп хисбхазот азар уски япсахид усвори шохто ирмам игар зурзым зуршугу яйта абри ягана абри проблемаге рухта якважит собсари исхзом абри власти уир хароб мам цахари харобха аяша штахзар яша тахзар سرا سكوانا قرب برس سكوانا قرب درجير خراب درجير قرب يزبان وبرر يابس زارزر يا حباب ده بوليتيكو أبركت ينخوا أنخوه أبراخ أنت تشتغل داعنا أبرا ميتينك وقتنا أبرا بوليتيكا دلجنا رياش زم حسب خزود ميتينك قاعد زوحن بسوق برانزن شاي نام قاعد نشيم هذا أبرا ميتينك وقاعد صدق يا حباب ده أبرا راديكالنا حيوت شو بقى خجوك ده شغله خصوة حش جواب ما جالي زنا قيتار يحب وجه حقوزب حاجة باش يقولوا جشوما بس حقق يزب شوب يقع تزريح تشكر سرزا وروح يعلنا أك حذر جر يحب أنشوم حنا شقة تزج يحب ده ناس يقع توس يا حوز يا خا حبته خباكو أنشيت شوب وبريق أمليت وبرين خسي سريس تخوب وبرس بروبلم في حمو حرا بس جوجو راخي الزنا ميتين قرضو اولاس يد راخي الزنا ميتين قرضو ارياش زم حسب خزون حيطلنا حرا حبسو حيطلنا بروبلمك حرا يشتاس يبحنا زنزنا شغاو ياش زرقي حباب ده هو شغاد ياش زرقي ساس ياش سريس حكم قنا عياشجي ينوح شامتا ينوح لك يح علش بزيخو تيسب خزود يح تشحرو باري ساس يشوف على سريع عصفان وزي يحفر سريس تقو قلورب ساس يشوف وجي يشزن يح تشحرو حيزد زرب يخا وبران زينحقي عزر حاطلتن حارخو بشو ببازار ونرى بوليتيكا يلا سجود أكت يخان يوسكو كايجنا بوليتيكا ديتش بوليتيكا دالا سجود ساتامو زاجدامر خوي داجدار توي عزر بيزشوري ياشزم أبري ياشزم عزر أكيد ينخو أكيد أوس يورب يوحنكار داد قلرب يحمل أنالوج الشزام ده أنالوج الشرب يحمل داد قلرب سرا برا يعيبونه الإنترنت ستان برا تقتلا يجدرو عتترك حدرما مي على زجيب دوي كورز برا ياجك سابقا سرا بسيش اللي تازجد دارزا وبس يحود أبري قاصا عزر يحب زيجة بوليتيكا يلا وبرخن يحب через политика يحذر что عن خرست قوم أوس وربزيزم بوازر كل حد راب خذا ريح قرر تشرزوت ناس رقاهوي ترى تشرزوت
ناس رخبشمرة ناس ربيبشر شزو ديوين ري ياشو بيخا أبي تجاوز حين أجي عكرت حزقم حاجات حزقم رمزي حزق أخا حمو حزق حوسكو جا بروبلم في رشين حمو إقتصادي كنا خلا أبورجي حاجوز نوز دسو يونتو نير أباس يتشو قبسق يتشو هابسوا تاشرجة خوجة دو أبري حاو بقصص حتى مزاد أفلاس يوجي أم تخارجي وبرينا خس راول جنكو ساسا تام ساسكوانا جروبيسو أخا يستدرزم وبريق أزاز برانزي نازجز أياش اشتقزر أفلاس يوجي شرقي شو درجيرو وبس أبراي خنار جزيبش يستدرزم شايد قلنا شايد شاجنا عجر قويتا يغشترب عجر شريت قرارون نظام أخر نغاجي أباس يقارني ردشتون دنيا خانل شالزون أبنت كرر أني وغيتش دشغيتشو حنا أوس دابرشتو أجيرك позиция андукома дыкамума дачаджера дукома ярид гонала يخابري بس حارة بس خم يبز قال إنكار عن سنير أن يرغيش وسرجيز غيش وتحن وخدس وزر ويباشو إنكار حز مرقلة زدو بيانا أخا سوحو دا شكالا سيلوش مكان ينقو زالاجي أو يدز شزجي يرى إي شزجي خرطان يبشنحن يوزوم ورا ويأشرا عزاز أني يشزجي أني يشز يرى ويأنزي نيجا زرويت أوس أمني دي شيرتي بشخا يلرغتومي яцнуотами, уйцас и тцаатами. А у нас получается, что мы всегда делаем две стороны виновны. Не получится так, пока мы будем равное количество, как говорится, распределять. Мы всегда должны объективно подходить к решению этих вопросов. А коррупция, хан хачагылет, хачу, и марьядзам, и хачагылара. А мал пара уйцас ханткара и юрца зухан, аизгара таху. Шарашкну торктула. أرح خشمي بحق بشواء أو خمي بجروالا جر ويوزع عام تورتزم وعزقنا وسوى وعزقنا شات سنقوا أرح خنا دشكالا от снупора. Так не должно быть. В одном месте будет закон, который, говорится, соблюдается нами, а вот в нашем, как говорится, государстве законы не должны соблюдаться, потому что мы, видите, все близкие и родные. Извините меня, далеко не надо ехать. Как только переедешь границу России, все наши водители, которые здесь лихачат, там они ведут себя, это уже пример, который набил оскомину. Почему они там себя так ведут? Да потому что понимают, что по хребту получат. А у нас мы разучились это делать. Что касается детского сада номер 2 в центре города Тушина, да. Я насколько знаю, что детский сад уже готов. Там таких незначительных, особых таких каких-то нет для того, чтобы его не открыли сегодня. Но у меня вопрос такой. Прошел такой слушок, что якобы кто-то хочет выкупить этот детский сад, поэтому его не открывают. Насколько это правда, я бы хотела у вас... Вам даю слово, что подготовлено на оба детских садика 2 проектно-сметные еще документы, готовы уже. Там порядка по 10 миллионов еще нужно потратить для того, чтобы эти детские садики запустить. Деньги мы имеем, найдем эти возможности для того, чтобы они были запущены. Но я не могу рискнуть, как глава государства, после той экспертизы, которая проведена, и по тому же детскому садику. Там несущие плиты находятся не совсем в том положении, в котором, как говорится, хотелось бы, чтобы они были. Мы их укрепим, и детские садики будут работать. Никакой продажи, никаких, как говорится, приватизаций по этим детским садам быть не может. Это я вас заверяю. Если это произойдет, я в этот же день сам подам в отставку. А что касается больницы, там практически 99% всех работ выполнено. И больница там практически просто операционная надо. А все уже завезено, сделано, и она должна приступить. Исполняется движению матерей 20 лет. И, наверное, мы тоже немало сделали для согласия в обществе. И всегда переживаем, когда есть очень такие серьезные в обществе несогласия. И в этом отношении вы видите, мы выступаем и что-то решаем. Но по просьбе как раз семей погибших. Так получилось, что нас искусственно, наверное, разделили. В каком смысле? Эти пособия, которые были назначены кому-то 5 тысяч, кому-то 10, 30, 20,
что в корне, вот я и сейчас говорю, и говорила несколько раз, неверно. Есть такие семьи, которые потеряли 4-3, можно было бы сделать персональные пенсии. За счет администрации же платят? Нет, это вот мы получаем семьи погибших, но есть семьи, где вот эти 5000 дополнительно, это тоже я требовала, потому что они подходили по такому, что кормилец, значит, вот в семье погиб, но есть дочь. Но ей дочь раз есть, значит, ей не выплачивают. Тогда премьер-министр был Сергей Миронович Шамб, я прямо пришла и сказала, что у нас род продолжается не по материнской линии, это вообще как-то неправильно было. Тогда они пошли на это. Но еще остались семьи пропавших без вести, которые в эту категорию не входят. Есть вдовы, которые совершенно лишены. Никакая материальная, там, я не знаю, плата не возместит. Это вообще абсолютно никогда, никакие деньги не вернут погибшего. Но если такое существует, то оно должно быть для всех одинаково. Поэтому у меня такая просьба, чтобы вы вот учитывали это, а мы, вот движение материалов, вообще собираемся к вам как бы прийти с некоторыми вопросами, но вот это вот, которое очень не терпит. И пенсионеры, которые к нам обращаются, спрашивают, вот пенсия все-таки повысится или нет, потому что, честно говоря, каждый президент, когда приходит, он именно вот на эту больную точку давит, что пенсии всегда будут повышаться, причем даже озвучивались какие-то суммы, но, к сожалению, на том же уровне. Вот эти вот таких два очень сильных вопроса. То, что вы сейчас сказали, это я сейчас повторюсь, но действительно, наверное, это слабость как раз средств массовой информации. Вот если бы подробно вот все, что вы здесь говорили, вот как-то пошагово, да, мы бы знало бы население, очень многие вопросы бы ни у оппозиции тоже не возникли. Потому что народ тоже не знает, вот эта реформа, которую вы делаете, она на Сауику, вот это болезненно. Но почему она делается, потом дальше как-то это не объясняется. Ну это вы уже, наверное, тут учтут и все. Все имеют фонды, 7 лет. Мы писали Владиславу Григорьевичу, что нужно создать один фонд, который бы и ветераны туда бы входили, семьи погибших. Ну, так случилось, что в 2004 году фонд упразднили, а я говорила тогдашнему руководству, что не делайте этого, потому что, может, человек не нравится, его можно отстранить, назначить другого. Но фонд – это очень жизненно необходимо. Фонд раз был такой фонд, куда мы входили, семьи погибших. Сейчас фонды, несколько фондов есть, а семьи погибших фактически выброшены. И мы ваше время отнимаем время государственных других чиновников. Каждый раз просим, пишем, буквально за 3 дня после вот этих вот предыдущих, мы 4, значит, Чакори, пока мы материальную помощь искали, эта женщина умерла. Может быть, эти деньги ей не помогли бы, но все-таки вовремя мы... Теперь мы изыскиваем эти деньги на памятник, ей памятник. То есть вот такие какие-то вещи, какой-то или фонд, или какое-то ведомство, куда мы могли обращаться не напрямую к вам, но, естественно, соответствующими документами. По вопросам, связанных с вот этими проблемами по семьям погибших и оставшихся детей, без соответствующего надлежащего, как говорится, внимания. Но что касается этой работы, понимаю, что это не тот уровень пока еще, для того, чтобы все эти вопросы снять с повестки дня. Делаются определенные шаги, исходя из наших собственных финансовых возможностей. Ничего нового я вот взять и организовать не смогу, если не будет наших определенных финансовых средств. Но мы к этому стремимся. Что касается пенсии, я уже говорил, открытым текстом заявляю. И вопросы пенсий, о которых говорила российская сторона в качестве надбавок к нашим возможностям, они сегодня практически до сих пор вот в Госдуме должны были быть ратифицированы эти вопросы, пока, к сожалению, не ратифицированы. Но есть надежда на то, что эти пенсионные выплаты начнутся до конца года. Они нам обещают. Вот я и по абхазской пенсии говорю. Как раз таки там вот как раз заложены те суммы, которые позволят нам агирах
фонд. Я думаю, что, честно вам скажу, количество фондов в Абхазии очень много стало. И правильность использования этих финансовых средств иногда зачастую вызывает, откровенно говоря, вопросы. Вот фонд инвалидов Отечественной войны. Я открытым текстом разговаривал с ребятами. И не боюсь это здесь повторить тоже. Инвалидов вчера было после военного периода, предположим, 1000 человек. Я к слову говорю, я просто цифры сейчас не... А по прошествию стольких лет инвалидов войны стало больше. А именно инвалид войны – это тот, кто получил увечье в процессе военных действий. А у нас получается, что инвалидов с каждым годом становится все больше и больше. А потом на содержание всех тех аппаратов, которые были созданы в структурах этого фонда, уходит тоже значительное количество денег. Зачем нужно каждому району свои секретариаты, свои юристы, свои водители и все остальное? Я ему открытым текстом сказал: ребята, вы же свои деньги отдаете этим людям. Давайте мы остановимся на одном юристе. Страна у нас небольшая, один юрист будет достаточен для того, чтобы обеспечить вашу правовую поддержку. И вопросы и остальных, как говорится, намерений, которые вот мы, во всяком случае, собираемся осуществить, они требуют скорейшего решения, скорейшего продвижения этих вопросов. А что касается фондов, не знаю, может быть, саккумулировать их в единый фонд. По цифрам, которые у нас есть по бюджету, у нас значительное количество различных фондов, различных движений, различных так называемых объединений, которые не являются государственными, но при этом мы их назвали государственными. И сделали все, чтобы и они, как говорится, получали от государства, от бюджета и находились бы на содержании у бюджета. То есть, тем самым мы допустили, может быть, это надо было в какое-то время, мы самое социально ориентированное государство на сегодняшний день. По-моему, в мире нет такого государства. Мы платим всем и вся, при том, что напрямую к государству, к бюджету никакого отношения не имеет. Поэтому где-то нужно, наверное, нам подумать и о возможностях сокращения наших затрат. И там, где действительно есть проблемы, вот вопросов, связанных с инвалидами, матерями погибших, их ввести соответствующие структуры, которые позволили бы совершенно по-другому решать. Кабардинские добровольцы относятся к вам с большим уважением. Это мы знаем, которые плечом к плечу стояли с вами рядом во время тяжелых годин для Абхазии. И, знаете, вот в последнее время вот многие ребята звонят и не понимают некоторые события, происходящие в Абхазии, как-то начинают отражаться на наших добровольцах. То есть приглашают их куда-то на телевидение или что-то. Многие недовольны этим. Они говорят, что мы не хотим участвовать в межабхазских этих трениях. Ну, я не хотел бы сказать этого слова, в межабхазских трениях, потому что, когда два брата дерутся, то виновным остается всегда третий, который разбороняет. И мы не хотели бы быть в роли разбороняющего. И поэтому вас хотел попросить, чтобы вы немножко проконтролировали, чтобы, когда надо, не надо, нас не вытягивали, наши добровольцы не вытягивали, когда не нужно. Если, конечно, будет какое-то нашествие со стороны вражеское, то мы всегда, как всегда, будем с вами рядом. Вы часто говорите о том, что надо повернуться лицом к Северному Кавказу. Я бы хотел, знаете, о чем вас попросить. 22 года наши добровольцы не могут получить землю. 6 соток. Этот список каждые 5 лет теряется. Обвиняют то меня, что я забрал этот список и куда-то дел. То другого обвиняют человека, что список этот куда-то потерялся. Восстановите обратно. Опять восстанавливает. Опять то же самое проблема появляется, что никто никому ничего не дает. Все, конечно, они надеялись на вас, что с вашим приходом они получат эти 6 соток земли. Я надеюсь, что вы это проконтролируете тоже. Как россиянин, я являюсь гражданином, родился в России и горжусь этим. Вы вот сейчас только что сказали, что
Россия с гордостью Россия оказывала и оказывает финансовую помощь, содержит там многие там организации, охраняет рубежи Абхазии. А что мы делаем для России? Когда вот некоторые выступают, договорились до того, что россиян называют уже иностранцами, что продавать им нельзя ничего. А почему нельзя продать? Во всем мире продают недвижимость. Вот когда Сурков здесь был, встречался с нами, с общественной палатой, он сказал, что я могу купить квартиру в Париже, а в Сухуми нет. Это смешно. Действительно, без инвестиций как вы собираетесь выжить? Также ждать помощи с Россией? Или в конце концов решить вопрос продажи недвижимости? Я не сказал, продавайте землю. Земля абхазская, ее не надо продавать. Но почему нельзя эту квартиру продать россиянам? Если можно, я вот на ваш вопрос отвечу, вот, начиная с первой темы, которую вы озвучили. Я никого никогда не призывал к тому, чтобы они садились на телевизионные эфиры и говорили о том, что вот то-то, то-то им не нравится. Но еще раз говорю, запрещать кому-то выражать свое мнение я не могу. Точно так же, как и то, что было сказано в адрес тех ребят, которые сегодня работают в системе власти, тоже неприятно слышать, понимаете? Мы должны это учитывать. А что касается нашего отношения к ребятам Северного Кавказа, вопрос даже не в земле. Вопросы земли решаются, поверьте. Вот даже буквально вот сейчас некоторое время тому назад и вопросы вот, получения каких-то там вот наделов, которые позволили бы нам, как говорится, вот с ребятами, вот, которые воевали, выстроить другие отношения, они имеют место. Но я и о другом хочу сказать. Это касается не ребят только Северного Кавказа. Нас всех, которые способствовали тому, чтобы вот наши репатрианты возвращаются, получают квартиры, создают условия для того, чтобы эти квартиры, как говорится, были отремонтированы, они сами. А потом раз, в одночасье, все уехали и никого нету, квартиры закрыты. Вот у нас на районе, посмотрите, квартиры закрыты, а у нас возникают определенные сложности, трения. Да, поэтому я все время пытался донести до всех. Давайте мы заложим определенно законодательную такую основу. Получил квартиру, в течение, там, предположим, 15 лет не имеет права продавать, кто бы это ни был. А то, получается, продал, уехал, потом приехал, опять говорит о том, что хочет эту квартиру. Но это не решение проблемы. Наши отношения с Северным Кавказом никак не могут быть связаны только с землей. У нас очень давние отношения, мы братские народы, и здесь нужен совершенно другой подход. И этот подход приведет к тому, что у нас отношения будут, поверьте, на совершенно других уровнях, а не так, как эксплуатируют некоторые эти моменты для того, чтобы и там, и тут их использовать. Мы забыли про войну, когда каждый из тех, кто приходил с перевалов, переходя, для нас был, понимаете, как глоток кислорода. А что касается продажи недвижимости, я думаю, что мою позицию я озвучил и никогда не боялся. Нам надо решить законным способом, как это реализовывать. У нас сегодня, когда об этом говоришь, у одних волосы дыбом встают, другие начинают бодаться. Извините меня, тысячи квартир проданных и проданных незаконно. У нас в соответствии с тем законом, который сегодня существует, такую сделку производить нельзя. Но я наоборот как раз таки хотел бы, чтобы давайте узаконим таким образом, чтобы и государство от этого получало выгоду. Но надо решать это не просто так, вот взять наобум, принять какие-то законы, но которые позволят и государству получать дивиденды от этого, и не допускать левых способов оформления этих квартир и вообще всей недвижимости. Потом возникают проблемы, судебные тяжбы. И в течение уже скольких лет люди бодаются, пытаются заполучить или деньги, или ту же квартиру. А у нас как принято? Продал я квартиру сегодня за 200 тысяч, к слову. Завтра стала другая ситуация. Стоит квартира уже 400 тысяч. А никаких правоутверждающих документов на то, что этот человек является собственником этой квартиры, нет. Тот, кто продал, оформил на своего какого-то родственника. Потому что на иностранцев, будем говорить, нельзя этого делать.
И потом он берет и перепродает эту квартиру уже за 400 тысяч, думая о том, что вот эти 200 тысяч, которые он получил от того, верну, но жадность берет свое, и он ей эти 200 тысяч не отдает потом. А потом все это переходит в суд. Мне кажется, самое опасное, извините, когда мы увязываем приобретение недвижимости с получением абхазского гражданства. Вот я не понимаю вообще, зачем нам это нужно. Как раз вот это самое опасное. Я хотела бы ваше внимание обратить на одну проблему, это вот эти дома-призраки. Вот по дороге едешь, сразу обращают внимание. Знаете, мы даже уже привыкли к этому, а отдыхающие это смотрят. Если это собственность, пусть они восстанавливают. Если это не собственность, пусть кто-то там числится, пусть трактором хотя бы их вот выровняют. Вот, например, ехать вот ко мне в пансионат, уже 20 лет стоят развалюхи. Мне стыдно за это. Вот как-то это вопрос не ваш, но вы можете перед этими главами администрации прямо так поставить вопрос. Это не так сложно решить. Акбурав Сергод, вот я вам даю слово. Вот первый, кто пошел по этому пути, хотя это, конечно, далеко, может быть, если даже в наших масштабах это смотреть, Ачимчирский район. Вот город, вот вся набережная была, как говорится, в очень тяжелейшем состоянии. Вот эти дома-призраки, о которых вы говорите. Вот глава администрации сегодня практически взял. Просто поехать, посмотреть. Взял, он убрал, начал убирать, начал. И точно так же надо будет делать и по многим другим районам. Тогда и будет интерес и тех же инвесторов, которых мы все время зовем, и которые, может быть, и пришли бы быстрее. Мы должны поблагодарить президента, и, конечно, совершенно очевидно, что это общение очень нужно и нам, и, наверное, президенту, потому что все-таки в какой-то мере это как бы держать руку на пульсе общества. Так что я думаю, такие встречи у нас будут более или менее регулярными, и мы всегда готовы для диалога. А так, если кто-то из вас хочет по каким-то конкретным вопросам, я думаю, что двери кабинета президента открыты, и вы можете всегда с ним обсудить какие-то свои проблемы. И я все-таки думаю, что нам следует попытаться поговорить и с лидерами оппозиции, чтобы все-таки настроить их на более конструктивный диалог. Спасибо большое всем. Извините, что мы вас так задержали. Спасибо вам.